Сегодня мы отправимся в прошлое, чтобы познакомиться с бытом ингушского народа. Традиции ингушей отражены в архитектуре, одежде, украшениях, предметах быта и ремеслах. В Ингушском государственном музее краеведения имени Мальсагова мы увидим, каким был мир наших предков, и узнаем, какие ценности они передавали из поколения в поколение. Говоря о жизни ингушей, невозможно не упомянуть родовые башни. Эти величественные каменные строения были не просто домами, а настоящими крепостями, защищавшими семьи и их имущество. Башни строились так, чтобы выдерживать набеги врагов и суровые природные условия. Здесь нам показывают горную Ингушетию. Это работа Аслана Хашакульгова из гипса. Здесь нам показывают боевые башни, полубоевые и жилые башни. Также солнечные могильники, наземные и подземные. Здесь нам показывают боевую башню. Самая высокая башня, она доходила до 36 метров. Первый этаж это был подсобным, вход был со второго этажа. Именно боевая башня, она строилась без фундамента, то есть от земли. Ночью они поливали молоко на землю, и если молоко быстро просачивается, значит земля она была непригодна для строительства башни. А если молоко не просачивается, значит они тут же начинали строительство башни. Также нельзя не упомянуть одежду ингушей, которая отражала их мировоззрение, социальное положение и принадлежность к роду. Женский национальный костюм, он состоит из черкески, из внутреннего платья, пояса серебряного. В комплект с поясом входит нагрудник с серебряными накладками, кошелек. Завершает свой образ это головной убор шапочка, а поверх шапочки невесту покрывает плотным шифоном, чтобы лицо невесты не видели люди старшего возраста. Мужской национальный костюм он состоит из головного убора папахи, из черкески, внутренней рубахи. По обе стороны нагрудника нашивались карманчики. В карманчики ставились газыри. Для чего они нужны были? Когда было кремниевое оружие, туда отсыпался порох для 1-2 выстрелов. Позже, уже когда появилось стрелковое оружие, их надобность отпала. Они служили как декор, то есть как украшение. Кухонная утварь ингушей была практичной и долговечной. Глиняные кувшины и горшки использовались для хранения воды, молока и масла. Казаны из меди или чугуна были незаменимы для приготовления традиционных блюд. В зале этнографии у нас представлена медная посуда. Это кувшины, кумганы, котлы, чайники и многое другое. В прошлом на каждое селение приходилось по несколько кузнецов. Они изготавливали медную посуду. Медная посуда среди ингушей играла важную роль. Она наравне со скотом выполняла меновую функцию, выплачивалась за обиду, оскорбление и убийство. Одним из главных элементов интерьера был войлочный ковер. Его ткали вручную из овечьей шерсти, создавая сложные узоры, в которых зашифровывались символы защиты, плодородия и семейного благополучия. В зале этнографии у нас представлен войлочный ковер. В прошлом не было горца ингуша, у кого в доме не было войлочных изделий. Трудоемкой работой при изготовлении этого ковра является вырезание узора с одного войлока, вшивание его в другой. А шов он обрабатывался белой тесьмой. История ингушского народа хранится в его традициях, архитектуре, одежде и предметах быта. Каждая деталь, от башен до украшений, отражает многовековую мудрость, стойкость и любовь к родной земле.